Хельсинский фонд прав человека Туркменистана. 3 октября состоится суд над двумя туркменскими блогерами Алишером Сахатовым и Абдулой Урусовым, который будет проходить в Анкаре. Суд этот конституционный и будет решать, депортировать их в Туркменистан, либо нет. К сожалению, 24 июля эти два туркменских блогера в 23 часа ночи были выпущены с депортационного центра Эдерне и пропали. Была ли необходимость их выпускать из депортационного центра ночью? На многочисленные обращения адвоката блогеров и супруги Алишера Сахатова прокуратура Турции, полиция Турции, миграционная служба Турции занимается только отписками. Где эти блогеры находятся, никто не знает. Есть информация, что они находятся в Туркменистане. Где здесь верховенство права? При этом закон Турции об иностранцах и международной защите, статья 4, гласит: никто в соответствии с настоящим законом не может быть отправлен в место, где он будет подвергнут пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство наказанию или обращению, или где его жизни или свободе будет угрожать опасность из-за его расы, религии, национальности, членства в определенной социальной группе или политического мнения. Статья 55 этого же закона говорит, что лица, имеющие серьезные основания полагать, что они будут подвергнуты смертной казни, пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию в стране, в которой они подлежат депортации, нельзя осуществлять. Опять-таки вопрос, где верховенство права? За последнее время из Турции были депортированы в Туркменистан диктаторский режим, гражданские активисты Равшан Клычев, Фархат Дурдыев, Максат Баймурадов, Мердан Мухамедов. Под угрозой депортации находятся Умида Бекджанова и другие гражданские активисты. Такая же ситуация в Турции наблюдается и с гражданскими активистами Таджикистана и Узбекистана. У меня вопрос, господин Эрдоган, зачем вы Турцию втягиваете вот в этот процесс? Неужели вы хотите стать соучастником преступлений, которые совершает туркменская диктатура? Что касается ситуации с верховенством права в Туркменистане, она крайне слабая, даже я бы сказал, что ее практически нет. Спасибо.